Всем мира, друзья! Сегодня продолжим разговор о Казанской войне. Алга. Одновременно с ослаблением базы восстания в Заказанье усилилось движение на луговой стороне. Здесь, видимо, еще сохранились остатки военно-территориальной структуры, функционировавшей в период Казанского ханства, а удаленность от центра страны поставила их в определенный вакуум власти. Поэтому во главе сопротивления русской экспансии стали представители военно-служилого сословия. Судя по имени, луговой сотный князь Мамич-Берды, одной из главных лиц восстания, был аталыком и, возможно, знатным аристократом. По словам князя Курбского, луговая сторона была способна собрать войско в 20 тысяч воинов. Силы луговых сотников были довольно значительными, чтобы контролировать все приказание. Отряды Мамич-Берды нападали на волжские и камские суда и продолжали держать в напряжении Казань и Свияжск. В результате территория, охваченная вооруженной борьбой, не сокращалась, а напротив все более расширялась. К осени 1554 года повстанцы уже действовали около стен Казани. Царское правительство упорно продолжало вносить рознь в ряды восставших, разжигать между ними ненависть, натравливать одних на других, привлекать к борьбе против восставших верхи местного нерусского населения. Осенью 1554 года Иван IV направил в Казань послание со своим жалованием с золотыми и тем татарам, которые прямо служат государю. В результате царскому правительству удалось восстановить одну часть казанских феодалов против другой. 1 марта 1555 года казанский воевода Глинский сообщил царю, что луговые люди приходили на арскую сторону войною, и арские люди остроги поделов от них отбились. В том же месяце свияжский воевода Воротынский доносил, что он посылал горных людей с баскаковым в головах против восставших луговой стороны. А горных ходило 700 человек на ртах, то есть на лыжах, и пришли безвестно. То есть неожиданно, повоевав, людей побили, их в полон поймали, и животину побили, и вернулись. Следовательно, несмотря на широкий размах восстания, единства в рядах повстанцев не было. Кроме того, нельзя не учитывать классовых различий среди восставших. Ведущую роль в движении против Москвы составляли князья и мурзы, которые не нашли последовательной поддержки со стороны народных масс. Во всяком случае, источники свидетельствуют, что некоторая часть арских людей черных, то есть феодально-зависимого населения, несшего феодальные повинности и платящего налоги, примят царю Ивану IV. Они объединяются с татарскими феодалами в самый разгар вооруженной борьбы. И такие факты были не единичными. Они отмечаются и на Каме, и около Казани. Тем самым часть служилых татар, видя неудачи вооруженной борьбы, стала переходить на сторону царского правительства, подрывая военную базу восстания. К весне 1555 года в Москву все чаще стали приходить победные реляции царских воевод. В середине апреля командующий армией князь Мстиславский доносил царю о своих победах в Казанском крае. Он сообщал о том, что во всех властях от воевод война была, и многих людей поймали и побили. Борьба за политическое будущее Среднего Поволжья затронула весь юго-восток Восточной Европы и прежде всего низовья Камы и Волги. Как уже отмечалось, в 1554 году царские войска захватили Астрахань и попытались укрепиться в ней. Но это был временный успех. Уже осенью русский ставленник на Астраханском престоле Дервиш Али изменил Россию и вместе с ногайскими феодалами разгромил находившийся в Астрахани отряд Мансурова. Последний с трудом сумел бежать на плотке всего с 7 людьми из целого отряда. Той же зимой 1554-55 года к Астрахани была направлена многое рать. Город снова перешел в руки русских воевод, которые укрепили земляную крепость. Весной 1555 года царское правительство еще более расширило военные действия против соперников России на Средней Волге. Был организован поход на Крымские улусы. Но несмотря на такие активные и широкие действия, говорить о нормализации обстановки в Казанском крае было нельзя. В сентябре 1555 года царь направляет на Среднюю Волгу новые контингенты войск под командованием князей Курбского и Троекурова. Для усиления этих войск
Воеводы Казани и Свияжска Батурлин и Гагарин должны были направить служилых людей в гарнизоны стрельцов и казаков. Но несмотря на такое большое внимание царского правительства к усмирению края, несмотря на большие контингенты войск, которые постоянно находились в крае вот уже третий год, несмотря на лучшие полководческие силы, направляемые сюда, значительных успехов правительственным войскам добиться пока не удавалось. К весне 1556 года князь Шуйский доносил царю, что арские люди и побережные государю изменили и стрельцов побили. Таким образом снова бушевало восстание. Одним из его руководителей в этот период стал Мамич-Берды. К этому времени из Ногайской Орды на помощь восставшим людям Арской и побережной сторон пришел небольшой Ногайский отряд и стал действовать на луговой стороне. Самым же главным событием этой осени стало не только призвание Ногайского отряда, но и формальное призвание на ханский трон нового султана, царевича Ахпалбея. Личность его и его роль в событиях Казанской войны довольно туманны, поскольку источники чрезвычайно отрывочны и противоречивы. Но как бы то ни было, восстание перешло на новый уровень, поскольку была сделана попытка создать новый центр власти и привлечь на свою сторону Нагаев и крымского хана, то есть сделать конфликт международным. Но эта попытка не удалась. Сам Мамич-Берды говорил, что взял бы из Ногая царя, и царем не учинил никакой помощи, и он царя убил, и всех Ногай побил, да сложася с царскими людьми, а сам пошел на горную сторону тех отводить от царя и великого князя. По словам Курского, Мамич-Берды перед тем, как велел отрубить голову царевичу Ахпалбею и водрузить ее на кол, сказал: «Взяли мы тебя с двором твоим на царство, чтобы защитил ты нас. Ты же со своими больше быков и коров поел, чем пользы принес. Так пусть теперь на высоком колу царствует твоя голова». Очевидно, что за этой казнью стояли какие-то интриги и противоречия между различными лидерами восставших луговой стороны. Как вспоминал Курбский, избрали они себе атаманов из своих и с ними упорно сражались, довоевали года два. А после то снова примирятся, то снова войну начнут. Кажется, что на этом этапе восстания не только локализовалось, но и превратилось в некую военную вольницу, живущую войной. Центром восстания продолжала оставаться за Казани, Арская сторона. Но этот регион был обескровлен. Руководство повстанцев на протяжении всего восстания старалось включить в район активного движения горную сторону. В 1556 году восставшие в количестве около 2000 человек под командованием Мамич-Берды начали активные действия против горных людей, верных российскому царю. Тогда горные люди, Алтыш-Сотник с товарищами, применили военную хитрость. Они пригласили Мамич-Берды для переговоров о якобы форме совместных действий против правительственных войск. Но во время пира побили его отряд, а его самого, изымав, к государю привели. За это государь горных людей пожаловал великим своим жалованием и всяких им пошлин полегчил. После пленения Мамич-Берды царские войска стали добиваться заметных успехов. В апреле казанский воевода Шуйский сообщил об успешных действиях царских отрядов. Через месяц в мае был предпринят поход на Арское. На Мёше произошел решающий бой, в котором царские войска встретились с основными силами повстанцев, во главе которых находился Девляк Мирза. Исход боя был не в пользу повстанцев. Девляка со всеми товарищами побили, и самого живо поймали, и многих его товарищей поймали. После этой победы воевода Морозов в течение 10 дней проводил карательные операции против восставших. Все арские места повоевал и побил многих людей, и полоном вывел бесчисленно много, писал он. Это было апофеозом действия царских войск. После того, как основные очаги восстания были разгромлены и все активные участники движения почти поголовно перебиты, указание на то, что мужиков всех побивали, встречается очень часто. Остальные все пришли в Казань и били челом за свои вины, то есть изъявляли покорность. К маю 1557 года сообщения о восстании полностью прекращаются. Все охваченные в
предшествующие годы движения области приносят повинную. При этом участники восстания из черных людей обращались с просьбой, чтобы государь Исаак велел им мать как прежние цари, и мали, то есть на тех же условиях, которые Иван IV установил в октябре 1552 года. Подавляющее большинство служилых татар в ходе борьбы 1552-57 годов было физически уничтожено, а некоторая часть, по-видимому высшая аристократия, эмигрировала в Крым. Во всяком случае, кроме многочисленных упоминаний о полном побитии, источники указывают, казанские люди лучшие, и их князи, и мурзы, и казаки, которые лихо делали, все извелись. Так, в 1557 году завершается так называемая Казанская война, в которой участвовали многие народы, проживавшие в Казанском крае. Однако история татар на этом не заканчивается. В будущих выпусках мы поговорим о дальнейшей истории казанских татар и других народов края. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, делитесь своими мнениями в комментариях и изучайте историю вместе с нами. С вами был Ренат Хабибуллин и «Татары сквозь время». Ассаламу алейкум, сау булгас и до новых встреч. Пока.